Стою под елкой. Жду, когда хоть немножко утихнет, льет дождь. Я уже в плаще. Вот этот плащ, о чем я говорил. Вот так вот. Вчерашняя картина. Вчера примерно в это время я тоже как начал поливать. И всю ночь. Ну, как всю ночь. Я не знаю, во сколько я вставал. Было уже... Были звезды, луна. И утром где-то в 4. Так, подожди. В 4 часа вставал, печку затопил. Тоже луна еще была. Ну все, сплошные тучи. Наверное, не перестанет. А это тоже тут план своей костяшкой. Я не знаю, где оставил. Бегал с этим челюстью. Какого-то зверька или животного медведь замочил, короче, там. Ну вот тут, недалеко. Здесь. Буквально там 100 метров от нас. Ну, нам идти надо в ту сторону. До просеки. А там уже, как поймаем просеку, уже обратно будем спускаться к речке. Дождь еще усиливается. Вообще гибель. Ну, я нашел. Опять летит своей костяшкой вам. Ну не свежие. Это или весенние, или летние. Интересно, как дело было. Как он задавил. Догнал на бедолагу. Без проблем, блин. Только так убивают медведи. В прошлом году оленя, а в этом году хрен его знает, это у кого. Может тоже олень. Кости не такие толстые, вот такие кости. Я думал, теленок у лося, а может и действительно олень. Как там у оленей зубы, где полный челюсть или там только передние. Я не видел еще у оленя. У лося я знаю, что от верхних зубов нет, только нижние есть и все. И он снизу вверх там кору снимает, когда кору ест. А это устала бедолага тоже. Да, видно, не хочет перестать. Наверное, пойдем мы сейчас потихоньку тоже. Ну, снимать уже, думаю, не буду ничего. О, слышите, как усиливается даже. Не перестает, а усиливается. Беда. Надо идти. Ерунда. Не впервой. Главное, в плаще мы сейчас. Плащ вроде как не пропускает. Ладно, пойдем, ребята. Если перестанет, включусь. Если нет, так надо идти. Не будем уже ждать больше. А это там белку облаивает. Я его видел, белку. Пробежала по ветке, короче. По стволу ветки. Вот такая ветка там. На больших этих соснах. Даже туда идти не буду. Мы идем оттуда. По просеке уже спускаюсь. Идем оттуда. Назад возвращаться не буду из-за бела, чтобы даже заснять не хочу. И шикарная там сосна, вряд ли мы увидим. Только вот увидел, как он пробежал, ветки так шатались еще. Флаг! Флаг к нам! Дождь не прекращается. Все идет и идет. Хоть сейчас чуть-чуть посветлело, а то вообще тьма была, блин, такая. Только тучи собрались там, слишком толстый слой этих. Облачно, в общем, было.
В этой местности тоже любят звери, ну как звери. Все время путаю зверь, лоси это зверь или животное. Но я думаю, это животные, и в этой местности они любят, ну, обитают в общем летом. Потому что летние следы, очень много их. Вон проходили тут. Да кругом следы их. Вон от комаров туда-сюда бегают тоже. Где там это вода. О, летит Айда. Молодец, Айда. Работает по мелким зверькам. Ну, тут лежанка. Видите? Видно аж. Отчетливо видно, только тут лежала. Там голова была, тут задница. Отчетливо видно. Вот. Тут тоже лежанка, вон. Тоже лежали вон тут. И там видно еще что-то похоже, но это уже не то. Вот здесь и тут 100% лежали. 2 штуки их. Я не знаю, или, ну, по, как сказать, видно не мелкое там что-то лежало. Может быть лоси, а не олени. Еще где-то 350 от силы до речки осталось. Нормально. Нормально идем. Там моторку заведем и на избу поедем. Все. Сегодня уже тайгу выходить вряд ли буду. Потому что немножко подустал. Надо еще варить. Собакам и себе. Время быстро летит, и надо это дело до темно сделать. У меня тулан на другом берегу. Не знаю, переплывет или нет. Сейчас посмотрим. Остался. Останавливались ниже на поворот. И, как сказать, он выпрыгнул, и я выбрал такой момент, чтобы оставить его. Надо же когда-то научиться плавать нормально. Сейчас подождем. О, какой я сырой сегодня. Сейчас более-менее погода наладилась хоть. Мы доехали. Все, больше на лодке сегодня никуда не поедем. Лок! Сейчас пойдем, посмотрим. Лок тула, лок! Лок тула! Видит меня. Надо спрятаться куда-нибудь. 15 минут, ребята, подождал. Вон он. Стоит, но не хочет. Надоело ждать. Я пойду. Оставим тут. Должен же когда-нибудь научиться. До темна там посидит, подумает. А если что, приду за ним. Чем дальше, может. О, голос какой. Принципиально не буду переправлять его. Пусть научится.
Ладно, пождем. Придет, надоест. Надоест там сидеть и придет. Куда он денется? Айда, Лок, пошли. Пошли. Печку затопим. Печку затопим. Надо погреться. Хорошо, что бушлат взял. Пускай орет. Пускай орет. Научится. Что-то тишина. Что-то замолк он. Там еще. Пока там. Я думал, переплывает. Ладно. Сейчас печку затоплю. Печку затоплю, чайник поставлю. Если не придет до темна, схожу. А пока пускай сидит там. Опа. Так. Так, смотри, я 4 часа ровно на улице. 5,5 градусов. 6 нету, больше 5. Собака пока не пришла. Тулан. И голоса тоже не слышно. А, Айда. Не слышно, не видно его. А там сидит. Да, слышно. Все еще за рекой он. Пусть пока подумает там. Сходил за дровами. Три штуки принес. Но одним разом больше не получится. Тяжелые. Затопил печку, вон как дымит, ребят. Все красиво. Погода то дождь начинается, то перестанет. Там безоблачно, вот такие куски проясняются, наверное, все-таки ночью будет безоблачно. Сейчас буду колоть дрова, занесу в избушку, потому что за 2 дня уже я истратил в избушке там, ну, а здесь, конечно, у меня запас есть. Это пускай тут будет НЗ. А сейчас время есть, я быстренько раскалю и на пару растопки, на пару раз, чтобы затопить печку, я скалю эти дрова и занесу. Тулан пока не вернулся, Тулан там лает, шумит. Наверное, наш голос тоже он слышит, но не хочет, что потом заставлять. Ну, надумает, придет. Я пока не стемнеет, не пойду за ним. Потому что рано или поздно он должен научиться. Должен научиться переплывать реку. Может и сегодня у него еще не получится, но потихоньку надо приучить. Потому что в экстренных случаях бывает, там надо перейти речку. Ты перешел, а собаки где-то еще вдалеке, они дошли до тебя, а не будешь же их ждать. Ты перешел речку лодкой и пошел дальше, а собаки вот через 5-10 минут возвратились к речке, и они сами должны переплыть и догнать меня или другого хозяина. Это если не научить собаку, так и будет, вон как сейчас опять лает там. Сидит и лает, боится. Хотя первый день он переплыл это озеро. Ну, не широкое озеро, но самостоятельно переплыл. А речки я не знаю, как огня боится. Пусть пока посидит там. Нормально. Все, я поставил чайник. Чайник поставил.
собакам. Ну, у них миска полная, 2 миски у них еды я приготовил, а это не ест почему-то. И заново уже поставил кашу вариться. Также грею суп вчерашний, буду суп кушать. А на ужин пока я не знаю, что готовить. Может, кашу из-под консервов там разогреть можно. Варить. Может, макароны сварю с мясом, что получится. Посмотрим. А сейчас пока занимаюсь дровишками. Покажем народу, как колем дрова. Вот так. Все надо успеть, ребята. Все. Надо рассчитать время, сходить, ориентировочно, вот, сколько ты пройдешь, во сколько должен дойти обратно, до темна или же еще. С тем расчетом, чтобы успеть еще сварить еду. Если сетки закинул, надо сетки еще проверить. Сетки проверил, попалась рыба, надо рыбу почистить. Все это надо успевать. Я сейчас рыбу как бы сетями меньше ловлю, чем раньше. Потому что мало едим мы рыбы. Ну, кушаем, едим, но стараемся свежее есть, свежую рыбу. И чтобы ведрами, ну, мало ловлю. И когда вот ловил большое количество рыбы, тоже придешь с путика и надо еще чистить рыбу, проверить сетки, чистить рыбу. Приходилось под фонариком уже чистить. Завтра уже снова надо выходить в тайгу. Сегодня я еще хотел посмотреть бруснику, но видишь, опять ничего не получается. Никак. Уже темнеет. Это на экране видно, что еще светло, как будто день. Но уже так. Вечереет конкретно. В 6 часов уже темно еще. Все еще сидит. Думаю, не придет сегодня. Самостоятельно. Не переплюет. Не хочет. Вот настырный. Вот так, ребят. На пару раз. Опять дровишки готовые. Да. Не хочет тулан переплювать. Таким жестким голосом там лает. Как будто зверя лает. Дым прямо идет. То южной стороны, то юго-западной стороны. Ладно. Некогда болтать пока. Первый раунд повыел тулан, ребята. Все, в течение часа так и не пришел. Не перешел речку, орет. Я уже подхожу к речке. Что,
сейчас быстренько переправлю его, чтобы уже не думать. Не железно у меня сердце на всю ночь оставлять. Но не ожидал, конечно. Я думал, что перейдет, а он шумит. Шумит чуть ниже, спустился по течению, видно там песок на повороте. Там, наверное, сидит. О, воет. Волчара, блин. А, услышал нас. Ну ты даешь, Тулан, блин. Готов всю ночь сидеть там. Ух, как похолодало резко. Лок! Ну да, ниже вон он. Куда он денется? Лок! Он бегает. А. Оставили, скажи. Вот не решается еще, что ты будешь делать. Сейчас будут мне писать, ну что за собака, речку не перешел. Ну, как видим, не перешел. Аккумулятор разрядился, ребят, на самом интересном месте. Все, батарейка села. Кырдык. Лок, давай, лок, иди сюда. Лок, Тулан, лок. Ах, холодная вода. Ой-ой-ой. На лок, давай. Лок. Нет. Ладно, ребят. Выключаю. Сейчас я перевезу эту собаку, в общем, и накормлю их. Да. Ну вот. Охотник-рыбак. Да. Сейчас будем спасать тебя. Видели бы, ребята, как он прыгнул в лодку. До берега оставалось где-то 1,5 метра, и с разгона он так прыгнул, летел аж. Ай, боится, что оставим. Пошли, где мы никого не оставляем. Пошли домой. Давай. Уровень воды стоит. Как приехали, я отмечал. Все то же самое. Даже чуть-чуть пришла на сантиметр где-то. Ой, насколько долго он будет мигать-то, этот аккумулятор. Все, лодку оставили, причалили. И тучи уходят, рассеивается небо. И заметно прохладно стало. Сегодня будут заморозки, наверное, думаю. Все, банда пошла к избушке. 1-0. Тулан победил меня. Печка топится. Собак отпустил в избушку, пусть немножко погреются, посушатся. Сырые они, за целый день тоже бедолаги набегались. В общем, все. Я из избы сегодня уже больше никуда не выйду. Раздеваемся и готовим ужин. Ай, да там уже лежит. Чуть-чуть, наверное, темновато сейчас. У меня там фонарик уже немножко подсел, уже 3 вечера на нем сижу. Ну что сказать. Ну сегодня ходили, бродили, все видели. В принципе опять пустые, но будем надеяться на лучшее еще. Может удастся кого-нибудь добыть. Потому что у нас лицензия на глухаря оплачена, на косачей. Несколько глухарей, несколько косачей. Все я оплатил. Хоть путевку надо закрыть как-то.
Сейчас время 8 часов 10 минут вечера. И я ужинал уже, суп доел, кашу еще нагрел там одну банку. Я вообще сытый, у меня еще каша осталась. Собак накормил, они спят на улице, ну, в коридоре, без привязи там, об- обе собаки там, ну, умещаются. И, как сказать, на улице идет дождь. Я думал, сегодня безоблачно будет, вечером будет, наоборот, заморозки пойдут. А нифига там, вовсю идет дождь. Непрерывно, вот сейчас как стемнело, идет и идет. Позвонил домой, посмотрели погоду, там обещают нормально вроде как. Завтра дождя такого нет, не должно быть. Послезавтра дождя нету. Не знаю. Утром проснемся, посмотрим, увидим все. Завтра уже пойду по ельнику ходить. Будем возле речки там, ельник. Ну, особо, наверное, снимать не буду. Потому что там, кроме рябчиков, в принципе, никого и нету. Но, может, звери еще какие есть. А глухарей там пройдусь еще по сосняку, но в основном завтра ельник будет. Плохие места, ужасные места также. Вот. Ну, посмотрим, в общем, все будем смотреть. Если погода позволит, будем, может, вкратце поснимаю, а так, заранее ничего не обещаю. Вот и все. В общем, третья ночь у нас, четыре дня уже получается. Здесь. Или сколько? Второе, третье, четвертое, пятое. Четвертый день сегодня уже. Ничего еще не поймали. А сейчас уже, наверное, буду спать. Больше сегодня уже делать ничего не буду. Оружие после дождя я все почистил, смазал. Все готово. Жалко, что не удалось сегодня пострелять. Не знаю, когда я сделаю первый выстрел в живую цель. Пока не получается. Все, ребята, я отдыхать.